На территории Чеченской Республики работают два казачьих культурных центра в Шилковском и Наурском муниципальных районах. А 30 декабря 2016 года правительство Чеченской Республики утвердило план мероприятий по реализации в республике в 2017-2020 годах стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. Шилковской муниципальный район богат по своему национальному составу. В районе проживает более 23 народностей. В местах компактного проживания национальных меньшинств руководством района создано и образовано 5 национально-культурных центров. Из них 2 казачьих культурных центра и 1 русский национальный культурный центр. Русский в Шилковском муниципальном районе из общего состава населения занимает 3,6%, что составляет более 2000 человек. В местах компактного их проживания в станице Червленой и в Дубовской, и в Шилковской созданы национальные культурные центры. Руководством района при поддержке руководства республики проводится целенаправленная работа на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства многонационального района и создание условий для их полноценного развития. Для каждой народности созданы все условия для реализации своих полномочий. Терские казаки еще с середины XVI века установили добрососедские отношения с чеченцами. На протяжении длительного времени горцы и казаки жили мирно то рядом, то вместе, помогали друг другу во всем и роднились между собой. Казачьи центры участвуют во всех значимых республиканских мероприятиях, направленных на развитие и сохранение культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в Чеченской Республике. Министерство культуры Чеченской Республики также вносит в свой вклад в сохранение традиционной культуры казачества. Начался особо так сильно деятельность, это с 2001 года. Вообще он существует давно, когда еще до военных дел, когда у нас была нормальная жизнь, гремел наш хор, станица Червленой, казачки наши, они гремели на всю Чеченскую Республику. Потом в связи с военными действиями и уже начали мы как бы возрождаться, снова собираться, это 2001 года. Начинали мы где-то с 3-4 человек, потихонечку ходили, уговаривали людей, что, мол, идем, мирная жизнь начинается, давайте, чтобы наши детки, подрастающее поколение не забыло то, что было, что песни, традиции, обычаи. И потихонечку начинали мы женщины петь, собираться. Потом потихонечку, значит, у нас коллектив достиг до 12 человек, женщины. Мы ездили, выступали по республике. Также, кроме этого, мы, значит, привлекали детишек. С нами детишки, это, значит, младшая группа, 4-5 класс, 2-3 тоже привлекаем. Средняя группа детишки, это 7-8, 9 класс. Но в основном девочки. Дети у нас всех национальностей. Мы это не считаем, кто там, что русские, чеченцы, поем все песни. Чеченские, ну, кто у нас чеченцы, если мы знали, мы тоже пели. Вот. Ну, казачьи, в основном казачьи, конечно, поем. И у нас все поют эти песни. Теперь у нас еще группа есть, как говорится, наши взрослые женщины, пенсионерки. Но они, по сути дела, передают вот эти все песни, передают традиции, обычаи нашим малышам. Женщины собираются уже пенсионного возраста. В казачьем центре есть различные развивающие кружки для детей. Помимо казачьего центра в станице Гребенской есть и другой центр – Наурские казаки, станица Наурская. Казаков в станице насчитывается около 2000 человек. Они живут бок о бок с другими народами и гордятся тем, что установили тесные добрососедские отношения друг с другом. В этом культурном центре занимается около 20 детей наших местных казаков. У них обширная программа, дети принимают во всех фестивалях, конкурсах, мероприятиях. Они известны как в нашем Наурском районе, так и в нашей республике. Сейчас идет постановка их казачьего народного танца. Над этим работают уже руководители этого центра. Дружеские отношения и всегда были. Наурцы никогда среди нас не было, вот ты чеченец, я русский, или казак, или татарин, турок. Никогда этого у нас не было. Мы как одно целое. И отношения, когда мы общаемся, никому в голову не приходит национальность.
я чеченка, никогда об этом никто не говорит. Как сестра, как две соседки, как любящие друг друга. Вот такие у нас очень дружеские отношения. Мы горой друг за друга. И с большим уважением относимся. Веками шло взаимопроникновение русских и горских обычаев и традиций, и в результате разные нации пришли к общему семейному и общественному укладу. В 1952 году, как мы приехали туда, сразу на Капустин, хутор, и там мы жили, оттуда я в школу, сюда переехала, здесь в общежитии жили, все приходилось везде кругом. И потом уже начала работать я, мама работала дояркой, и мне на это самое, думаю, пойду помогу ей там, где что сделать. Я закончила 7, и после этого я дояркой поработала. А сюда, когда я переехала, здесь уже работала, и бригадиром работала в Калинина, и завскладом работала. Все кругом, завхозяйством работала, кругом мне пришлось поработать, потому что нас много было.